Дорогие друзья, мы находимся снова у нашей замечательной огородницы, садовода, у Маргариты Васильевны Карповой. И сегодняшняя тема нашей программы – это садоводство. Мы все мечтаем, чтобы у нас на приусадебном участке был прекрасный сад. Каждый огородник идет к своей мечте, своим путем, да? А вот мы попробуем повторить путь нашей замечательной Маргариты Васильевны. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. У меня большое желание познакомить вас с моей мечтой и с моей возможностью эту мечту воплощать в жизнь. Дело в том, что вот то, что я вот тут занялась, вот в помещении вот эти яблони, это еще мы тогда не имели понятия, что у нас яблони вообще могут зимовать на улице. Этим яблоням уже много лет, я их приобрела, это лет 7, наверное. Это еще было далеко до пандемии. А с пандемией мы уже тут начали развитие, у нас пошли яблони уже даже на грунте, в саду зимуют под снегом. Ну а вот эти вот яблони, они в принципе зимовать не могут, у них очень слабая корневая система, они у нас просто подмерзают. У меня был опыт, я высаживала их в грунте, естественно, они у меня там подмерзли. Сорта эти называются колоновидная яблоня. Она никогда не растет огромным кустом. Это вот яблоня, у которой веточки очень укороченные. Вот их даже видно, что они очень коротенькие веточки у нее. А этот сорт, он называется даже малюха. Он вообще маленький. То есть вот этот сорт колоновидная, да, растет вот таким вот деревцем. Просто деревце, и вот оно будет все как бы цветет сразу вот здесь вот, и все вот весь куст, вот вся его крона, она вот тут вся. И будет скоро беленькая вся, да? Яблони в цвету. Она вспоминаю песню. Она уже отцвела, у нас уже плоды вон висят. Ой, смотрите-ка. А я и не заметила вот это. Это Васюган, она немножко в этом году мало дала. Да. Мало, она решила, видимо, отдохнуть. Отдохнуть немножко, А вот эта малышка? А это Васюган, она завязала яблочек побольше. У нас тут немножко побольше есть. Она в прошлом году тоже не давала. Это удивительно. Посмотрите, я первый раз в жизни вижу, как... Вот яблочки. в общем, яблочки растут. Да, как происходит зависть у яблок. Это не каждый год, когда плодоносит, она немножко на второй год меньше дает. Вот это в прошлом году снималась, и она вот не дала. Да. Мало дает. У меня хорошо отдохнула яблоня сорт президент колоновидная. И она вот в этом году на нее просто заглядение смотреть, потому что в каждой ветке букет яблок. Вот это все у нее растет. Ну вот она у нас там не зимует, потому что она еще и привита. Вот она прививается здесь, вот она прививка на другую яблоню, которая более стойкая. Я попробовала ее прививать на нашу морозостойкую яблоню, вот эта ягодная. И не получилось. Она начала расти и погибла? Несовместимость, видимо, все-таки с ней. Так хочется ее на улице вырастить. Подождите, то есть получается, что вот это не привитая? Она привитая, но на другую яблоню. На другую. Вот здесь вот ходим, какая там яблоко? Да я не знаю, на что их прививают, но они тоже не зимостойкие для нашего климата. Поэтому, дорогие друзья, вот эти все яблони, они находятся в зимнем, скажем так, в оранжерее, да? Маргариты Васильевны, да, оранжерея сейчас еще строится, так что вот. Стояли они при температуре всю зиму. Я напомню, это у нас Якутия. Зимой температура опускается до минус 50 и далее. Всю зиму они у меня стояли вот в прохладном помещении. Тут у нас идет водопроводная труба, она замерзала. Земля в этих яблонь, вот в этих ведрах, тоже замерзала. Это плюс тому, что не надо поливать тогда зимой. Земля-то мерзлая. Смотрите, сколько градусов здесь было в самый холод? Тут было где-то градусов 5 вот в воздухе, на земле холоднее, конечно, внизу на полу. 5, вот примерно, смотрите. 5-10 градусов, вот, для зимовки и достаточно. То есть в это время что происходило с деревцами? Дерево, они же все как деревья, да? Они деревья. Так, что с ними происходило? Осенью я их не тороплюсь заносить. Они у меня осенью стоят на улице, пока у них лист не начнет падать. В теплицу заношу, чтобы она все не околели раньше времени. Да, раньше времени, чтобы продлить ее этот процесс роста, и она лист начинает терять. Уже после этого спящую заношу ее в
холодной тоже тут еще холодно, и заношу в это помещение ее, она без листа, она спит. Она в этом году спала у меня до конца февраля. Раньше она у меня стояла в другом помещении, там было теплее, она уже в конце января начинала распускаться. Это было слишком рано. То есть получается, да, нужно вот как-то выдержать. Это опытным путем, да, вот дошли наши садоводы во главе с Маргаритой Васильевной, что нужно немножко попридержать коней, потому что мы живем не в Краснодарском крае, да, где ну, еще было бы хорошо, чтобы температура здесь еще и до марта вот тут было холодно. Но, к сожалению, весна, солнце начинает в окна греть, и они рано. Все, и они просыпаются. Они тут же почувствовали, что пришла весна. Смотрите, какая благодарность у растений, да? Сразу моментально вот как сказать, вот реагирует на все вот эти вот погодные условия. Они очень Солнышко чуткие. чуть побольше, и они очень сразу чуткие. начали цвести. То есть они стояли абсолютно облетевшие, да, вот, как на улице стояли деревья, голые. голенькие, с голенькими веточками, и тут на тебе. Посмотрите, мы пришли, как раз мы уже опоздали на цветение Чтобы спеть песенку «Яблони в цвету». Да. Они уже с плодами. И они уже с плодами. Это просто невероятно. А зимой, вот поскольку они спят, никакого полива, никакого укутывания там дополнительного. Да, но если земля примерзает, тут я их ничем не укутываю, но если земля примерзает, нет необходимости их поливать, потому что она мерзлая. Но если нет такой возможности, тогда надо следить за сухостью почвы и немножко ее все-таки смачивать, подполевывать. Ну, примерно раз в месяц, может, да? Да, просто вот раз в месяц посмотреть ее и немножко но ее не пролить. заливать, причем холодной водой. Да. Теплой водой будете поливать, корневая система начинает. Она подумает, да, уже тепло, уже весна, и пора просыпаться, поэтому холодной. А вот скажите, когда вот начало солнышко припекать где-то в марте, да, и вы когда занялись поливом? Ну, я увидела, что начинаются у них почки. Почки вот у них наклюнулись, сразу листочек пошел, ну, значит, надо их уже и подкормить. И сразу первая подкормка – это мочевина. Так. Мочевина я подкармливала нашатырным. Потом тут что еще? Вот такой нюанс есть. Вот она сейчас, вот эта яблоня, она дает плодов мало, она и лист у нее крепче и здоровее. Вот та вот, она набрала очень много плодов, и она будет очень требовательна к вниманию. Вот я тут уже приготовила. Ну, то есть нужно я их тут питание. обязательно все питания, вот цитовитом поливаю, микроэлементы. Поливаю их вот монокалий фосфат. Так, с какой частотой это все происходит? Ну, раз в 10 дней. Вот то есть раз в 10 дней. Вот, да, вот этот раствор, ну причем я делаю в 2 раза меньше нормы, потому что емкость ограниченная, потому что если на природе это поливать, на открытом грунте, там она все-таки разойдется, эта вот соль. А тут она вся вот тут в емкости скапливается, поэтому я половинную норму беру и вот их тут поливаю, и тут стараюсь не очень много полить. Ну, в следующие 10 дней вы поливаете уже другим, да, удобрением? Ну, эту я буду, она вот как раз на плодоношение монокалий фосфата, и для роста плода я буду вот ее поливать вот ту побольше. До какого времени? Ну, пока они размер хороший не возьмут. Не возьмут вот эти плоды. Да, еще момент такой, вот я вот, ну, например, я не занимаюсь садоводством, особенно яблоками, да, тем более. Вот. Скажите, значит, вот эту бадью вы выносите на воздух. Это примерно происходит где-то в мае, да? Или в июне даже? В мае я их вытаскиваю, их на воздух очень опасно выносить, поэтому я их выношу, перетаскиваем, ставим в теплицу. Потому что если вот сейчас ее вытащить, она замерзнет. Она не замерзнет, она просто остановится. В обморок упадет от воздуха. И у нее начнет падать лист, начнут падать плоды. Все осыпается. Поэтому... То есть надо очень как бы осторожно, аккуратненько. И выносить ее, и воздух там регулировать. Постояли 5 минут, заносить. Ну, такой возможности вот такую туда-сюда таскать нету. Я поэтому ставлю в теплицу, и там открываем дверь. Смотрю, она листочек мягкий становится, я опять закрываю дверь. Ага. Да, а потом, когда уже окончательно они переселяются у них листик уже грубеет, яблочки уже побольше. То есть они уже по времени смотрю, если она долго выдержит, или вообще она стоит, и там... Выносите. Да, можно уже выносить. Вот вы пересаживаете вот это вот в Вот я их в прошлом году пересадила вот в большие. Они стояли у меня емкости. То есть, получается, все равно они и на улице они будут стоять в таких емкостях, да? Да. А там есть
как отверстие, Естественно. чтобы вода уходила Причем лишняя. отверстие мы потом заснимем. Вот отверстие я делаю не в самом оттуда дне. Так. Она же стоит на земле, и эти отверстия, там смысл их делать-то. Все равно не будут закрыты. Все отверстия вот здесь по боку. На боку, чтобы лишняя вода и воздух туда. Да, заходили, Вода и уходит вода лишняя, уходила. и воздух заходит с боков. Причем там Понятно. очень много дырок. А Решеток. вы их как-то там, значит, спицей или чем-то рыхлите? Ну, вот протыкать землю. можно. Да, вот если она уплотняется, А вот эти вот тонкими спицами можно протыкать. Причем я еще долго искала грунт, потому что я садила в простой грунт, и как-то они больше чахли. И я нашла альтернативу тем, что я агробалт, 30% агробалта, она, видимо, хорошо тогда держит Так, влагу, так, ага. влажность, и остальное уже грунт. Ну, обычный свой, садовый, да, с огородный садила. И очень сильно, часто подвержены у нас все яблони, они и в саду везде подвержены, вот эта ржавчина, идут, буреют Так, листы, лист буреет, чернеет. Что делать? Вот тут у меня, я вот этим вот поливаю, вот Купролюкс очень хороший средство, это медные, Покажем. и хом. Хом, мне больше всего нравится хом. Это Вот частично системного свойства, потому что она впитывается в листья. Ну вот яблочки пока маленькие, я вот их сейчас профилактически еще обработаю, мне вот ту жалко, я ее буду сейчас обрабатывать, вот, наверное, завтра ее побрызгаю. Чем ближе к всему урожаю, там уже за много дней лучше не брызгать, уже перейдем только на биологическую защиту. Понятно. Есть биологические, ну, фитоспорином для профилактики. То же самое имбиотой поливать. Имбиот это Да. наша тоже Да, якутская, вот, да, якутская я поливала. разработка наших ученых принесла. сельского хозяйства, да? Нет, это, А кто это? это у нас занимается любитель. А, я вообще- почему-то думала, что у нас он же целый институт есть. Целый институт, Сельского ну целый хозяйства. институт, и у нас есть целый ботанический сад, который не занимается яблонями вообще как таковыми. Они выращивают только эту дикую ягодную яблоню. Здесь деревце – это ягодная яблонька. Ну, она у нас растет спокойненько. Ее не нужно там как-то вот ухаживать за ней прямо. Очень неприхотливо, да? Яблочки съели птички. Мгм. Было тут много яблочек. Много яблочек было. И Это вот самая яблонька. зимостойкая для Якутии яблоня. У нее корень зимует при наших морозах. Поэтому мы на эту яблоню выращиваем сеянцы, и на нее сейчас прививаем полукультурки и культурки. И они зимуют. Вот так под снегом, как вот все яблони лежат, они многие привиты на такие яблони. Слива, да? Вишня. А, это вишня. Ага. Здесь Это спит слива. еще слива. Она обработана, посмотрите, вот корешочек трепица, смоченная дегтем. Запах отпугивающий мышей. Да, отпугивающий мышей. И вот здесь еще Там тоже сливы. укрыты сливы. Это гибриды, в основном сливы, это все гибриды. Все эти растения зимовали и скоро проснутся. Сплошь яблони стоят. Дорогие друзья, вот Сюда здесь вот ставлю. яблони, они тоже, смотрите, они Они пригнутые и пригнутые и зимовали нынче. Ну и вообще они зимуют. Так. тут пригнута, вот ремнями она притянута. Постепенно в течение месяца примерно прижимаешь. Она же стоячая. Вот эта яблоня в прошлом году 9 килограмм яблок дала. Вы же были? Да. Мы снимали же. Мы снимали. Вот оно все связано, чтобы веточки И не смотрите, ломались. уже почечки вот уже набухли, да? Нет, это Нет? просто у них еще свои это. Они еще спящие. Поэтому Они они вот стоят. зелененькие, а мне показалось, что... Они вот, это пушок зелененький. Они стоят вот так накрытые, не открываем, потому что солнце их обожжет. Если вот солнце появится, корни воду не пьют, брать неоткуда, и ветки будут сушиться на солнце. Поэтому закрытые полотном и будут стоять, пока не потеплеет. Вот мы выращиваем яблоки на улице, собираем, и нам не верят. Да. Совсем не верят. Кстати, я когда в статус выкладывала как-то, и вот мне, по-моему, кто-то из ученых написал наших, что Не может быть. а где это? Неужели это у нас здесь выращивают? Ну да. И знаете, ну правда, вот очень хотелось бы, чтобы все-таки наша наука Чтобы обратила заинтересовались вообще, внимание обратили вот на эти внимание на это. вопросы, потому что действительно это такое замечательное подспорье и замечательное хобби для многих-многих людей, вот якутян, у кого есть свой приусадебный участок. Тем более у нас
многие вот дальневосточный гектар взяли, да, ну как-то вот чем-то же надо там заниматься. Ну, Ну, у нас реально, наверное. пусть не в промышленных масштабах, но вот У у многих садоводов дачи любителей, есть. у садоводов любителей уже прекрасно растут яблоки. Вот я в прошлом И году не только сняла, яблоки, по-моему, очень я уже нынче многие, посадила грушу, ну такие, вы знаете, вишни. отважные. Мгм. вишни, груша растет, черноплодная рябина растет. Они у меня уже не один год зимуют. Черноплодка в прошлом году она такая Слива. маленькая. Сливы растут. Вот такая черноплодка, но в прошлом году у меня стакан И ягодок груша. дала. Вот груша не знаю, как перезимует. Она у меня в прошлом году посажена. То есть вы в прошлом Но году люди её впервые зимуют. Ну, говорят, что посадили. зимуют, и я вот тоже посадила. То Весной есть, посмотрим. смотрите, у нас уже растет здесь и виноград, и вот груши, да, но груши пока у Маргариты Васильевны Ну, у нас впереди еще урожай да, будет. еще, Но мы еще груши, посмотрим, как они будут себя растут вести. ведь, да? Ну, они у меня в прошлом году росли, но вот покажет зимовка, как они перезимуют, потому что Понятно. не у меня ни одной То есть только они есть. у вас в грунте В посажены, грунте, да? на улице, Да, под ну снегом. смотрите, как они смогли перезимовать, это тоже такой вопрос. Но мы приедем, посмотрим, да? Да, как- вот когда как? сад у нас будет выходить из спячки, Да, мы будем у смотреть, нас как апрель будет такой развитие. вот, знаете, и снег, и дождь. Да, у нас поэтому- еще и май для этих культур не очень, как говорится, хороший будет. Май обещается. Если холодный, то нашим растениям будет очень тяжело выходить из зимней спячки. Они же у нас все находятся в принудительном сейчас покое. Ну да. Они же должны были разбудиться совсем рано весной. В апреле, конец марта, апрель, они уже все должны были цвести. А они у нас вынуждены закрытые под полотном, под снегом, Да, спят. то есть получается вот эти вот растения, которые, ну, в общем, это не их среда обитания, а вот, ну, просто энтузиасты взяли и посадили сами, да, и получается, что эти растения сейчас, наверное, они подстраиваются под наш климат. Ну, вот им Да, тяжело тяжеловато. им тяжело И подстраиваться, конечно. помогают вот такие вот люди, как бы вот этим растениям адаптироваться у нас и стать, ну, скажем, получить такую постоянную прописку, скажем так, да, в наших краях. Ну, вот такие вот люди, насчет того, энтузиасты, чтобы адаптироваться, садоводы. они вряд ли когда-то адаптируются к этим условиям. Их по жизни надо так и укрывать под снег, Нет, ну пригибать, почему? У нас... пригибать, и потому что у них все равно биологическая жизнь у них отличается от жизни нашей дикой природы. И они, это если вырастить их тут А это семечек, получается, гибриды смотрите, какие-то. вот они начнут расти, и, ну, если, да, и, в общем-то, это получится уже наш северный какой-то, видимо, Нет, сорт или что-то такое. Они не будут. Это сорт, это надо выводить путем отбора, посева семян, Ну оттуда отбирать. Это очень длительный процесс, В общем, это не один год надо вам тратить. нужно работать в очень тесном таком сотрудничестве с учеными. Это вот ботанический сад могли заинтересоваться, вот выращивать и выводить вот эти сорта, именно приспособленные путем посева каких-то семян Ну, вообще, это и просто... отбором оттуда более морозостойких. Хорошо. Теперь вот, допустим, ну, лето, да, как вы за ними ухаживаете дальше? Ну, летом, как Уже обычно. они стоят у вас в саду, ну, в катках пусть будет так, но каков уход? Ну, это уже как обычно. Они уже как раз вот самый сейчас серьезный, сложный уход, это вот когда она цветет, я должна была ходить с кисточкой их опылять, потому что ветра тут нету, насекомых тут нету. Все насекомые это я, бабочка тут, это И пчелка. как вы У меня вот тут опыляли? кисточка, Так. с цветочка на цветочек. Я этой кисточкой тут где-то цветочек серединочку переношу, и желательно с одного цветочка на соседние яблони. Яблоня, она перекрестно опыляемая в большинстве своем, и завязывает плоды, когда их несколько штук, она завязывает больше плодов. И немножко отсыпались, у нее, может быть, ей уже не хватило пыльцы соседей. Понятно. Ну и пускай отдыхает, отдохнет на следующий год. Хорошо. Полив какой? Ну, когда они полив уже надо, на чтобы улице? на улице следить только за влажностью, потому что бывает жара, что высыхает земля очень. Ну и быстро. потом все-таки вы каждые 10 дней чем-то их подкармливаете, да? Ну, да. Ну вот сейчас вот подкормлю химическим, потом я буду подкармливать именно гуматами, буду подкармливать настоями трав. Там будет азота много, она, конечно, будет расти. Эту не так страшно азотами поливать, потому что вот она все-таки находится в таких условиях, что она не созрела, мы ее в тепло занесли. На улице азотными удобрениями, травами, настоями трав это поливать чревато, потому что растение будет продолжать расти до осени и не созреет.
Это столько нюансов вот с ним, но мы начинаем это все узнавать, это для нас же, для всех очень новая тема. Ну да, да, это очень интересно, когда что-то открываешь, вот новую главу какую-то. Да. А давайте я посажу. Кстати, смотрите, вот вы, я вот вспомнила, мы были у вас, и вы... Мы ее садили. Посадили вы, да, вот, это как называется? Кизильник. Ну, посадили, у меня все саженцы посажены и высажены, и вот так и занесены сюда. Здесь прохладно, я еще тут окно открываю. Сегодня не открыла, потому что на улице довольно прохладно. И вся тема тут в том, вопрос, чтобы развивалась корневая система не в ущерб листьям. Потому что если вот это все полезет вперед, а корней еще нет, растение не жизнеспособное будет. То есть важно вот, это, сейчас... вот это стояло совсем, тут дубак был, еще тут лед на полу был. Я ее посадила, вот она уже сидит у меня, это голубика. Она, посмотрите, уже как хорошо пошла расти. Да. Она хорошо нарастила корневую систему, и она проснулась. Ну, прям видно, что такое здоровенькое Кустик уже здоровый. Эти вот недавно посажены, и тоже не тороплюсь их тепло. Вот собираюсь их тоже в теплицу вынести, чтобы они там мерзли. Это тоже голубика? Голубика. Это разные сорта голубики. Вот, также и клубника. Нельзя заносить клубнику, высаживать. Вот сейчас покупаем эти флига, рассаду. Ее посадишь в тепле, она сразу выгонит лист, вытянется. А корни у нее еще не набрали. Это самое интересное, что вот эти все растения, они как бы зимующие, как бы многолетние, они начинают просыпаться, корневая система начинает просыпаться, когда земля становится вроде несколько плюсовая, холодная еще, но они уже начинают наращивать корневую систему. Корни просыпаются у них. Если не дать корням сейчас укорениться, а дать веткам, ветки тепло вперед чувствуют, если оно чуть потеплело, ветки начинают чувствовать тепло, если земля мерзла, и эти вот листья используют последнее питательное вещество из этих же веток, и засыхает растение. Так и не успевает развиваться корни. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы разговаривали очень подробно про яблони, которые у нас растут, произрастают в Якутске. Ну, пока вот смотрите, в оранжерее. Но... Это на сегодня. Да, на сегодня. В следующий раз в саду будем. Это апрель, да. И уже совсем скоро, ну, с наступлением тепла, они переселятся уже вот на открытый такой вот воздух. Просто переедут. Вот. Да, переедут. Со своим домом. Так что мы очень надеемся, что наша замечательная экспериментаторша получит неплохие урожаи яблок. Приедем, посмотрим, снимем, может и попробуем. Ну, можем, вот, да, так что, дорогие друзья, да, не будем бояться, что какие-то там экзотические для наших краев растения, ну, скажем, не приживутся, не смогут вот у нас там развиться как-то, да, и дать какие-то урожаи. Попробуем вот, глядя на Маргариту Васильевну, попробуем заниматься садоводством, а именно яблонями. Это не так сложно, как показывает опыт. Это кажется, что не умеем, не возьмемся это все. Вот если не возьмешься, так и не будешь уметь, и так и не поймешь это растение. Когда занимаешься, начинаешь его чувствовать. Чувствуешь, что вот ему, вот я вот по ним уже вижу, что этому вот хорошо, оно не плодоносит, ему хорошо. У этих уже есть плодов побольше, уже с листом немножко заморочка. Значит, надо им дать немножко питания. И у нас с ними как бы диалог. Растения, они тоже нас чувствуют, и они нас слышат. И вот когда с ними так вот общаешься, знаешь, что ему что-то надо, начинаешь его подкармливать, оно тебе как бы отвечает благодарностью, и уже когда приходишь, мне кажется, что они прямо чуть не улыбаются и листочками своими не шевелят. Ну и в дальнейшем, конечно, хочется, чтобы у нас сады были на улице, чтобы не было заморочки с затаскиванием. Это очень тяжелая ситуация, когда вот эти баки затаскиваешь в дом, из дома. И потом для растений тоже большой стресс. Тут воздух один, а там воздух другой, и они начинают страдать от этого перемещения. А на улице вот страдают от нашего большого минуса и промерзания почв. У нас почва, к сожалению, промерзает. Там, где они растут, почвы так не замерзают, как у нас. У нас почвы сильно промерзли. Но тем не менее, дорогие друзья, не будем отчаиваться. И все-таки, кто заинтересовался яблонями, будем пробовать. Будем пробовать, будем учиться, как с ними обращаться.